Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я сегодня хотел бы сделать комментарий к программе Ватан и к моим видео. В начале своего видео я хотел бы поблагодарить команду «Срочные новости». Это профессиональные и грамотные сотрудники, которые выпускают очень важные и нужные новости. Спасибо им большое. Сегодня в новостях я увидел признание Бердымухамедова о том, что наступил кризис. Правда, это он называет сложившаяся ситуация глобальной экономики. Даже приказал пересмотреть очередность строительства новостроек, строительство которых наша власть рассматривает как один из важных критерий успешности государства. То есть, другими словами, то, что в стране происходит глубокий экономический и социальный кризис, то, что в стране выстраиваются очереди за продуктами питания, за банкоматами для получения наличности, и что народ получает в месяц заработную плату, равную 1 килограмму яблок на базаре, в этом виноват не Бердымухамедов, а кризис глобальной экономики мира. Господин Бердымухамедов, разве вы не видите, что наш народ реально нищенствует? Он вынужден копаться в мусорках, искать себе продукты питания. Он вынужден заниматься мародерством. Коррупция полностью заменила исполнительный орган. Социально-экономический кризис в нашей стране, падая, полностью ушел в свободное пике. О политическом кризисе в стране неуважаемый господин Бердымухамедов вообще говорить не приходится. Вы являетесь позором туркменского народа. Ваш имидж, созданный во всем мире, является позором для нашего народа. Вы клоун, идиот, диктатор, над которым смеется весь мир. О каком политическом имидже государства или нашего лидера вообще стоит говорить? Когда мы говорим, что мы из Туркменистана, нам показывают фотографию идиота, клоуна, мошенника, незаконно избранного президента Туркменистана Бердымухамедова и смеются над нами. Нам стыдно, что вы являетесь лидером нашей нации, что вы захватили незаконно нашу власть. Ваш личный позор привел к минусовому имиджу во всем мире Туркменистана. Вот это все называется политический кризис. Вам никто не доверяет. Вам не доверяет ни одна страна. Даже Путин во время кризиса отказал вам в деньгах. Вы пригласили бизнесменов Аликберова, Макарова, чтобы предложить им шельф на Каспий, чтобы получить какие-то деньги в нашу экономику, поддержать свою власть и ваш культ личности. Но даже они вам отказали, потому что они вам не верят. Вы теперь вынуждены заниматься наркодилерскими поставками из Афганистана. Вы вошли в Афганистан, типа строя им объекты, взамен вы будете вытаскивать оттуда наркотики, через дипломатические каналы перевозить его в Европу и в Россию. Это старый бизнес Ниязова с Жаданом. Жадан являлся оперативным оператором этого. Сейчас вы возобновили, потому что, как у Ниязова в то время, ниоткуда источников дохода не было в государство. Когда Россия одним махом прекратила закупать туркменский газ, он занялся наркобизнесом. Точно так же вы пытались занять везде деньги, никто вам не дал, ни соседи, ни международные финансовые организации, ни крупные бизнесмены, никто. И вы вынуждены заняться наркотическим бизнесом, наркодилерством. Вы пытались всеми способами найти деньги, чтобы поддержать ваш режим. Естественно, вы никогда не думали о нашем народе, чтобы поддержать его. У вас теперь нет денег поддержать вашу власть. Вы бездарный политик, никчемный хозяйственник. Ваше время закончилось. Честно говоря, оно и не начиналось. Вы просто захватили власть и сами себя назначили, не спрашивая у нашего народа его мнения. Вас никто не избирал. Вы это прекрасно знаете. Своим бездарным управлением вы загнали Туркменистан в политический, социальный, экономический тупик. В настоящее время в Туркменистане происходит настоящая социальная катастрофа. Настоящая эпидемиологическая катастрофа. И начались технологические катастрофы. Все это вы стараетесь скрыть от всего мира. Наша экономика упала в 4 раза или на 400%. Во всем мире из-за глобального кризиса экономика упала на 10%.
И ваше объяснение – это из-за сложившейся ситуации глобальной мировой экономики, из-за кризиса мирового. Вот мы в таком состоянии живем. Неуважаемый, незаконно выбранный президент Туркменистана Бердымухамедов. Или просто героиновый торчок. Что вы курите? Когда вы реально прекратите употреблять наркотики и выйдете реально из своей сказки в нашу реальную жизнь? Когда вы начнете воспринимать наших граждан Туркменистана как нормальных людей? Нашей страной во время серьезного социально-экономического кризиса и эпидемиологического кризиса вы управлять страной не можете. Вы скрываете свою бездарность, безграмотность и никчемность глобальным мировым кризисом из-за пандемии. Вы с ума сошли или что? Мы должны были бы упасть на 10-15, ну максимум на 20%. Мы упали на 400%. Потому что вы как обычный торгаш, который продает, как в магазине, природные ресурсы, вы занимались только продажей природных ресурсов и своим строительным бизнесом. Не о развитии, не о дифференцировании экономики, развитии других отраслей вы просто не занимались. Потому что надо вкладывать, там нужны специалисты, там нужны технари, там нужны эксперты. У вас их просто нету, вы их разогнали. Вы разогнали всех наших специалистов по всему миру. Они работают в других странах. Они поднимают экономику других стран. Вы из этой ямы без специалистов не выкарабкаетесь. У вас нету команды. Вы не можете лично управлять страной. Вы должны уходить. Это конец. Наш народ очень быстро поднимется и сменит этот ваш диктаторский режим. Уже все. Я вам подскажу 3 шага, которые могут хоть как-то восстановить доверие к вам, нашего народа. Первое. Очень быстро помочь нашим гражданам заехать в Туркменистан. Те граждане, которые вынуждены были из-за эпидемии застрять в других странах, надо срочно завести. И для решения этого вопроса не надо суперэкономических побед, максимальных усилий или изменения глобальной ситуации в мировой экономике. Поверьте, это решается одним словом – разрешение. Просто надо дать разрешение на въезд нашим гражданам, и это у вас займет не более 10 секунд. Второе. Дать возможность нашим предпринимателям свободно работать и закупать товары за границей. Открывать предприятия, проводить все законные сделки согласно нашему законодательству. Запретить налоговым службам и правоохранительным органам наезжать на бизнес, наезжать на предприятия, оставить в покое бизнесменов, дать им свободно совершать все сделки на территории Туркменистана и за пределами. Они быстро заполнят Туркменистан товарами и начнут открывать производство, даже в тяжелой ситуации. А это потихонечку поднятие экономики Туркменистана. Это решается простым указанием всем правоохранительным органам и налоговым службам. Третье. Создайте рабочие места или начинайте выдавать пособия по безработице. Пусть маленькие, но пособия каждому гражданину Туркменистана, достигшему 18 лет. Откуда взять финансирование? Очень просто. Попросите Ахмед Чалыка или поставьте свои деньги, которые вы украли. Или же начинайте трясти ваших коррупционеров. У них очень много денег. Вот я вам подсказал 3 оперативных шага, которые поможет вам поднять доверие народа к вам, как лидера нации, как лидера Туркменистана. Теперь вернемся к выражению о сложившейся ситуации в глобальной экономике. Вы говорите, что все проблемы или сложившаяся ситуация в Туркменистане – это из-за сложившейся ситуации в глобальной экономике мира, это всемирный кризис из-за эпидемий. Да, кризис есть, и каждая страна борется с ним по-своему. Посмотрим, как с этим кризисом борется Америка и европейские демократические страны. Во-первых, у них кризис на уровне от 7 до 13%, в зависимости от страны и количества населения. Разница Туркменистана и этих демократических стран – это в населении. У них больше населения в десятки раз. Соответственно, у них экономика больше. Соответственно, им поднять свою экономику гораздо труднее. У них нету столько природных ресурсов на каждого человека. Но у них есть другое.
у них есть специалисты, у них есть эксперты, у них есть топ-менеджеры, у них есть серьезные хозяйственники, у них есть активность населения, у них есть грамотность населения, у них есть демократические институты, где решение принимается на основе логики, адекватности. У них есть общество и страна, где решение принимается не одним человеком, а командой. И это решение согласуется с обществом. У них есть правительство и кабинет министров, который имеет специальные экономические программы по выходу из кризиса. Специальные санитарно-эпидемиологические программы, как спасти свой народ. Они строго идут по этому плану. Их критикуют. Они не боятся скрывать статистические данные о смертности, о уровне падения экономики. От этого они не становятся слабыми. От этого они становятся сильными. В отличие от вас. Вы скрываете все. Коронавируса нету. Кризиса нету. Мы процветаем. У нас стройки строятся. У нас все растет. У нас каждый год 10-15% растет экономика. Вы нас за кого принимаете? Господин неуважаемый президент Туркменистана. Весь мир давно смеется над вами. Туркмены вам давно не верят. Вы нас за кого вообще принимаете? Хватит нас принимать за идиотов. Если вы идиот, это не значит, что народ такой же. Нет. Наш народ очень благородный. Наш народ уважает своих лидеров. Он просто не знает, до какой степени вы мошенник и коррупционер. И задача ДВТ – рассказать это людям. Открыть им глаза. Вернемся к этим демократическим странам. Жить в этих странах почетно и приятно. У них нету клоуна, певца, музыканта, гонщика, идиота и по совместительству президента Туркменистана. У них президенты перед экраном, показывая всему миру, не заставляют целовать свои руки к кабинету министров. Они уважают сотрудников кабинета министров. Они уважают своих министров. Они выбирают их. В этой стране демократическое общество выбирает достойного президента. Поэтому они живут достойно. В этих демократических странах не позволяют захватить власть таким, как вы. В этих демократических странах страна не является экономическим придатком и природным придатком других экономик, других стран. Они очень бережно относятся к своим природным ресурсам. Они надежно и правильно тратят каждый заработанный доллар или каждый доллар, поступивший в страну. Они не строят безбашенные, никому не нужные, помпезные, много раз завышенные объекты только для того, чтобы украсть эти деньги в карман. Там все по-другому. Там нету Бердымухамедова. Там страна процветает. Там народ процветает. Если вы будете руководить этими странами, вы их развалите очень быстро. Я думаю, что вы являетесь чемпионом по разваливанию страны в мире. Сегодня вы начали распродавать государственное имущество. Вы должны прекрасно понимать, сегодняшние проблемы в экономике Туркменистана вы не сможете решить продажей этой госсобственности. Почему? Ну, вы закроете дырку на несколько дней, на 10 дней, максимум на месяц. Опять эта дыра в экономике откроется и будет продолжаться. Надо делать кардинальные системные изменения. Надо проводить кардинальные экономические реформы. Надо проводить реформы в политической сфере. Надо проводить реформы в социальной сфере. Надо проводить реформы в образовании. Во всех отраслях. Без этого поднять экономику уже невозможно. Вы должны это понять. Поэтому на вопрос, что вот наша экономика упала из-за того, что сложившаяся ситуация в мировой экономике, глобальный кризис, эпидемиологический кризис, да, это есть. Но это повлияло почему-то на другие страны. От 7 до 20-25%. Почему-то это повлияло на нашу страну более существенно. И наша экономика упала на 400%. Почему? Я вам объясню. Все очень просто. Наш клоун в сложной ситуации, когда в океане буря, когда большой шторм, не может управлять нашим кораблем. Он не приспособен для этого. Он приспособен, когда
полный штиль, когда море спокойно, купаться, петь песни, развлекаться, ездить на машине, показывать ралли, поднимать штангу на заседании кабинета министров. Ну, в общем, смешить весь мир. Дорогие туркменистанцы, положим конец этому беспределу Бердымухамедова. Ему не просто пора уходить, а пора сесть в тюрьму. И очень давно. Сейчас время пришло. Мы не сможем продвинуться вперед. Мы не сможем поднять свою экономику. Наша ситуация будет всегда только ухудшаться. Хватит. Посадим Бердымухамедова в тюрьму и будем строить крутую, продвинутую страну. Дорогие туркменистанцы, я еще раз хочу подтвердить вам, что режим Бердымухамедова падает. В этом уже ни у кого нет сомнений. Если кто сомневается, пусть откроет глаза и посмотрит. Или спросит у самого Бердымухамедова. Мы не должны дать нашей стране уйти в хаос. Мы должны все вместе объединиться и спасти нашу страну. Каждый из нас должен сделать свой небольшой шаг для того, чтобы этот режим поменялся. Так что поднимайте свою активность, делитесь видеоми, дискутируйте между собой, спорьте между собой, повышайте свою активность. Пишите комментарии, выступайте на площадках YouTube. Не стесняйтесь, не бойтесь. Режим Бердымухамедова – это уже прошедший этап. Наша страна нуждается в нас как никогда раньше. Нам надо идти вперед. Давайте покажем всему миру, кто такие туркмены. Что мы справедливый и свободный народ. Что мы являемся тоже, как и наши предки, частью этой цивилизации. Наш враг, диктатор Бердымухамедов, сам не уйдет. Только мы, объединившись все вместе, сможем его убрать. А вы как думаете, дорогие туркменистанцы? Пишите комментарии, пишите ваше мнение. Нам интересно ваше мнение. С нами или без нас, Туркменистан и туркменский народ обязательно получат независимость. Изменения произойдут. Поэтому Туркменистан только вперед. Спасибо. До свидания.